Я и сейчас помню, как все начиналось. Помню свое волнение в первый день занятий. Помню, как мама мне рассказала о проекте «Музыка для всех». А потом повела меня под руку в класс к первому учителю музыки. На фа поставь первый палец. Ну так поставь. Это было будто вчера. С тех пор музыка – неотъемлемая часть моей жизни. Нет такого места, где нету музыки. Она везде. Она в машине, она рядом с вами, когда вы гуляете. Она всюду. То есть она пропитывает нашу жизнь, как ничто другое. Ни один другой вид искусства так легко не вступает с нами в диалог. Сама идея проекта «Музыка для всех» уже говорит о том, что музыка должна быть в жизни каждого человека. И она определяющая, вот такая именно сила, которая делает личностью личность. Без музыки невозможно гармоничное развитие человека, потому что это сфера звуков, это та самая музыка, сфера метафизическая, которая возвышает душу, которая дает добро, которая помогает познать красоту. Да все вот это вот возвышенное, что окружает нас, во всем этом есть музыка. Музыка есть в живописи, музыка есть в поэзии, музыка, безусловно, есть в природе. Звук обладает колоссальной силой воздействия на человека. Поэтому чем больше вы погружаетесь вот в эту стихию звука, в данном случае музыкальную, тем больше вы как бы пропитываетесь вообще всеми человеческими реакциями. То есть вот быть человеком – это быть в мире звука. Даже глухие люди обладают способностью слышать музыку. Через ритм, через вибрацию они воспринимают звук. Что уж говорить об остальных. Вот эти первые шаги, они самые сложные. Они самые сложные для всех. Для детей, для родителей, для соседей окружающих, для педагогов. Чтобы научиться извлекать эти первые звуки, это как первые шаги, да, они же очень неуклюжие. И услышать в этом первом звуке, корявом достаточно, да, неинтересном, некрасивом, какую-то большую перспективу, это годы работы над собой, причем постоянно работы. Но надо верить, что произойдет, и это будет чудо, это будет настоящее событие, это будет профессией, это будет вкладом в культуру нашей страны. Давай тоже на мою ручку положи. Давай. Так, твоя тоже здесь. Сверху вниз. Сверху вниз. Да, Мира, давай тоже. Положь. Мира, давай как. Сама? Хорошо. Так, стоп, не балуемся. Каждый свою до нашел. До, ре, ми, фа. Все вторым пальчиком. Да, еще раз, все вторым пальчиком. До, хорошо. Ре, вторым пальчиком. Вторым. Ми, вот. И фа, отлично. Республиканский межведомственный проект «Музыка для всех» стартовал в 2013 году по инициативе первого президента нашей республики Михаила Ефимовича Николаева. В этом же году, в 2013 году, был проведен первый международный конгресс, который назывался «Музыкальное искусство и образование в духовном развитии общества». В этом первом международном конгрессе была одобрена концепция данного проекта «Музыка для всех»,
приняли участие видные деятели музыкального искусства Российской Федерации и из-за рубежа. Данная концепция предполагает, что дети все должны заниматься мягкими навыками, или музыкой, или рисованием и так далее. Выбор должен быть. Музыкальное развитие детей, он влияет на развитие мозга человека. То есть, если 1 год ребенок занимается музыкой, то специалисты, ученые утверждают, что связь между 2 полушариями увеличивается на 20%. Это доказано. Поэтому мы должны в общеобразовательную школу ввести музыкальное общее образование. И для того, чтобы дети не только подобранные, которые будут учиться в детских музыкальных школах, а во всех общеобразовательных школах Республики Саха было бы введено всеобщее музыкальное образование. Когда задумали этот проект «Музыка для всех», мы поставили перед собой задачу не ограничиваться высшей школой музыки и музыкальными школами, которые у нас были в районах. Конечно, музыкальные школы и назначение другое, более одаренных, более способных будущих музыкантов, будущих композиторов отбирали и обучали. Я в лице музыки видел очень сильный педагогический инструмент, который дает ребятам закаляться и в характере, вырабатывать волю к победе. Музыка чем сильна, на мой взгляд, потому что требует овладения музыкой много повторений. И как раз как педагогический метод он очень подходил всем возрастам. И не случайно мы в эту программу включили и детские сады. Музыкальное образование именно в силу множественности воздействия музыкального искусства, даже, может быть, не столько множественности, сколько активности воздействия музыкального искусства на человека. Музыкальное образование, конечно, играет большую роль в формировании личности. Как вы говорите, вы то, что вы едите. И в той же мере вы то, что вы слышите, вы то, что вы слушаете. И многие регионы уже сегодня проявили большой интерес и посещая, и зная через средства массовой информации наш проект, они внедряют у себя. И мы очень благодарны тем областям, краям и республикам, которые поддерживают это направление и считают, что действительно музыка является очень хорошим педагогической технологией обучения ребят и в старших классах. Анализы, наблюдения показывают, кто учился, занимался с детского садовского возраста музыки, они легко воспринимают и другие предметы уже в школьном образовании. Научиться хорошо петь и играть может каждый, может абсолютно любой человек. Естественно, если вы обладаете большими способностями, просто это легче. Это легче, это быстрее получится. Но на определенном уровне музицировать могут абсолютно все. Вы знаете, самым важным, наверное, я считаю, чтобы музыка в образовании в обязательном порядке была. Я вот буду выступать на конгрессе, и мой доклад будет называться «Феномен якутского музыкального образования как рецепт спасения мировой музыкальной культуры».
Без изучения музыки, мы уже об этом сказали, что невозможно гармоничное развитие личности. Соответственно, музыку нужно обязательно вводить в общеобразовательные школы, что делается в Якутии. Цель проекта – это для того, чтобы заинтересовать музыкой. Эмпатия появилась у детей музыки. Когда ребенка появляется эмпатия, он может 12 часов в сутки заниматься музыкой. Например, гитара, например, флейта, если ребенок заинтересован. А когда заставляешь ребенка заниматься, он не хочет заниматься музыкой, то, конечно, никто его не заставляет. Этот проект создает условия, чтобы тот, кто хочет, мог заниматься музыкой. Проект «Музыка для всех», он еще помимо чисто музыкальной нагрузки, он несет и нагрузку национальную. Он помогает узнать детям историю своей земли, полюбить ее. Они же занимаются не только на классических инструментах, они изучают инструменты народов республики. Они учатся на них играть, они их пропагандируют. Они несут в мир сведения о том крае, в котором они живут, который любят они, а через себя они заставляют полюбить этот край окружающих. И, конечно, это великое дело, что вот здесь сейчас это происходит. В республике создано 8 музыкальных кластеров. То если 35 улусов разделяется на эти 8 музыкальных кластеров, и они ведут сначала свои конкурсы. Победители выходят в республиканский конкурс. Таким образом распространяется, углубляется содержательная часть данного проекта. В рамках проекта «Музыка для всех», конечно, одним из таких важных направлений является проведение различных конкурсов, олимпиад среди учащихся, естественно, и среди детских музыкальных школ, и детей общеобразовательных школ нашей республики. Поэтому прежде чем был проведен первый международный конкурс, прошедший в 2019 году, мы до этого проводили свои республиканские региональные конкурсы. 2017 года в рамках республиканского конкурса «Новые имена Якутии», который проводится уже нынче в 22-й раз, была открыта номинация «Музыка для всех». Потому что конкурс – это, безусловно, стимул, с одной стороны, потому что дети начинают готовиться к ним, да, и осваивать там музыкальный инструмент, повышать свои знания и так далее, и так далее. Вот. И в то же время это смотр, да, и выявление лучших, кто лучше подготовился, у кого идет инструмент хорошо, кто хорошо знает музыку, композиторов, названия различных произведений и так далее. И, безусловно, конечно, одним из главных конкурсов является конкурс «Розовая чайка». Он был проведен впервые в рамках третьего международного конкурса, который был проведен в 2019 году. Этот конкурс вначале мы начали с 4 номинаций только, да, были включены такие номинации, как фортепиано, скрипка, виолончель и музыка для всех. Но музыка для всех делилась еще на 2 подноминации, так скажем, да. В нем могли принимать участие дети-солисты, которые играют на каких-либо различных инструментах, и коллективы. То есть это могли быть оркестры, хоры.
А второй конкурс, он уже был проведен вот в 22 году в рамках 4-го международного конкурса. И он, конечно же, отличался, причем намного отличался от предыдущего конкурса. Но, во-первых, мы расширили направление номинаций. Кроме вот этих 4, которые я уже назвала, были включены еще такие номинации, как академическое пение, хоровое пение, оркестры, ансамбли и солист на духовых инструментах. Таким образом, если у нас на первом конкурсе было 5 направлений, то во втором конкурсе уже было 8 номинаций. И, конечно, количество участников увеличилось. Было где-то более 1300 детей. Вообще, нужно сказать, что этот конкурс, в отличие от других конкурсов, которые даже проводятся либо внутри нашей республики, либо в рамках всей России, он, конечно, отличается. Причем отличительной особенностью является то, что наряду, так скажем, с профессионалами, да, то есть с детьми, которые обучаются в специальных музыкальных школах, да, там, в высшей школе музыки, в других детских музыкальных школах России, принимают участие дети общеобразовательных школ, которые вот как раз-таки занимаются вот по этому проекту «Музыка для всех». И с каждым годом участников именно из средних общеобразовательных школ, конечно, становится больше. Больше, потому что идет все-таки вот какая-то синергия, и она увеличивает охват, так скажем, да, вот детей именно из средних общеобразовательных школ. В рамках проекта «Музыка для всех» у нас с 2016 года была организована летняя творческая школа. Этот проект дает детям стимул, которые даже не знали, что за инструмент. Они записывались, потом уже приходили учиться в музыкальную школу. «Музыка для всех» – это тот проект, который меня покорил с самого первого момента, когда я о нем узнала. Потому что это подвиг. Те организаторы этого проекта, которые только начинали его и которые уже до 22 года его ведут, перед ними хочется просто снять шляпу, потому что это подвижники, это действительно те люди, которые держат нашу культуру на плаву. Будущему поколению музыкантов я советую найти свою сильную сторону. Некоторые из них будут прекрасными поп-певцами, например.
Кто-то из них будет заниматься рок-музыкой, кто-то из них займется электронной музыкой, кто-то из них займется классической музыкой. Музыка дает широчайший простор для самых разных занятий. Некоторые из них станут, например, продюсерами и будут организовывать концерты, организовывать спектакли, оперу, мюзиклы. Часть из них может стать музыкальными журналистами, писать о музыке, рассказывать о музыке. То есть музыка может вместить человека с самыми разными склонностями. И вы все равно, если вы любите музыку, найдете себе замечательное место в этом искусстве. Для меня музыка – это моя жизнь, и клипы тоже. Мама меня один раз спросила, как я себя представляю без музыки. Я себя никак не представляю без музыки, я только с музыкой и со скрипкой, и все. А музыка важна для человека, для саморазвития. Человек, мне кажется, не может обойтись без музыки. Музыка важна для человека тем, что ею можно выразить свои чувства, свои переживания, свои глубокие мысли. Каждый человек обязательно каждый день как бы еды каждый день нужно. Музыка для меня – это очень важная часть моей жизни. Это очень интересное искусство. Оно бывает элегантное, романтичное, грустное, веселое. И из-за того, что оно разностороннее, мне это и нравится. Мир без музыки был бы серым, грустным, мрачным. Потому что музыка дает радость и эмоции. Музыка для меня – это мой ангел-хранитель, который всегда меня поддерживает на протяжении всей моей жизни. Музыка чувствует меня как никогда, особенно в самые тяжелые моменты в моей жизни. Именно когда я играю музыку, я чувствую всем своим сердцем. Она меня воспитывает в первую очередь. Чувство к патриотизму именно произошло благодаря музыке. Научила меня видеть мир по-новому и, самое главное, научила смотреть на всю природу, на весь наш мир с другого взгляда, с мира прекрасного. Ребята моей республики, я обращаюсь к вам с большой любовью и надеждой, что вы будете порядочными людьми, самое главное, патриотами России, Якутии, и вам поможет музыка. Вы приобретете в лице музыки хорошего, верного друга. Музыка – единственный язык, который не надо переводить. На нем душа говорит с душою.